Анастасия Павловна, есть вопросы у вас? Да. Пожалуйста. Вот 16 февраля 2017 года было вынесено определение Октябрьским районным судом. В резолютивной части у нас вновь появляется ошибка. Здесь указано внести следующие исправления в решение Октябрьского районного суда города Бишкек от 17 февраля 2012 года по иску Баженовой Татьяны Васильевны Косинцеву Евгению Викторовичу. Обращаем внимание, что первоначально Баженова не обращалась к Евгению Викторовичу, она обращалась к Евгению Владимировичу. То есть, опять же, уже при исправлении ошибки допускается ошибка. Сколько раз можно вносить изменения в судебные акты об исправлениях ошибки? Ну, законодательно не предусмотрено, сколько раз ограничений там нету. А то, что касается обратно же каких-либо ошибок или арифметических, да, описок, то здесь вынесен судебный акт, и, соответственно, мы не можем дать оценку. То есть у вас есть право на обжалование данного судебного акта в вышестоящие суды и привести вот те доводы, которые привели в вышестоящий суд, то есть в данном случае в городской и, может, в Верховный. Вообще вопрос резонно ставится. Если судья вносит исправление в части правильности написания отчества, то опять же неправильно указывается отчество в определении о внесении исправления. Об этом она говорит. Ну, И сколько раз можно вносить исправление в решение суда? Но ограничение законодатель не установил, что сколько раз он может быть. Ограничений нет. Да, До ограничений нету, бесконечности, да. пока не будут исправлены все ошибки, которые есть в решении, да? Мгм. Пожалуйста, есть еще вопросы? Нет, спасибо, вопросов нет. Пожалуйста, представитель Джоркинеш, вопросы. Уважаемые коллеги. Пожалуйста, чтобы помог мне. Вот ответьте на такой вопрос. Вот в данном случае решение было принято Октябрьским районным судом, обжаловано вышестоящие инстанции, городской суд и Верховный суд. Оно не претерпело изменений ни в одной инстанции. И когда возвращается уже дело к исполнению, исполнительный лист выписывается по решению какого суда? По решению первой инстанции, суд, Первой который инстанции. вынес решение по Если существу. бы Верховный суд отменил бы и принял новое решение, исполнительный лист был бы выписан по решению какого? Первой суда? инстанции. Верховного суда. Верховного Если суда. бы он отменил бы Отменил и принял бы вынесел новое решение, да? Вот если бы Верховный суд допустил бы в резолютивной части ошибку, и исполнительный лист, выписанный по решению Верховного суда, является ошибочным, значит, изменение бы, ошибку, описку и явную арифметическую ошибку кто бы внес? Верховный суд. Верховный Да. суд. А в данном случае должен внести Октябрьский Да, районный суд первой инстанции, поскольку Верховным судом оставлено в силе данное решение. Нет вопросов. Пожалуйста, Чеченарский. Слово. Скажите, пожалуйста, вот по поводу временных рамок. В течение какого времени Верховный суд как считает, в течение какого времени можно вносить изменения для исправления ошибок, описок? Спасибо за вопрос. Я вот в своем выступлении указал, что закон вообще не содержит каких-либо ограничений в сроках для совершения действий по исправлению вынесенного решения. Однако вот следует исходить из того, что исправления могут быть осуществлены в пределах сроков для определения решения к исполнению. Это вот в данном случае 408 статья ГПК. Да, внесение исправлений решения, которые не подлежат исполнению в принудительном порядке, они не ограничивают каким-либо сроком. Если восстанавливается срок для принудительного исполнения решения, то, соответственно, продлевается срок для внесения исправлений. Пожалуйста, Чеченарский. У меня был тоже вопрос в продолжении. Если Октябрьский районный суд в данном случае допустил эту ошибку, во второй инстанции, которая предполагает проверку, да, вот решения первой инстанции, вторая инстанция могла бы исправить эту ошибку? Или надзорная инстанция могла бы исправить эту ошибку? Могли здесь уже... Вы утверждаете, что только Октябрьский районный суд мог исправить эту ошибку? Нет, имеется в виду вообще вот в решении Октябрьского районного суда. По сути да, говорим, когда обжалуется, например, решение первой или второй инстанции, вышестоящий имеет право в данном случае? Какая практика может исправить? Нет, Могла бы исправить эту нет. ошибку?
Практика, она, возможно, в самом в решении по существу, которое она оставляет тут, без изменения, они могли бы, допустим, указать фамилию. А в данном случае только суд разрешает данный вопрос, который решил по существу спора. Я поняла, понятно. Есть еще вопросы, коллеги? Нет? Присаживайтесь. Спасибо.